вас на связи Роман Сергей, 0 Иван Сергей Сергей. Роман Сергей 0, Иван Сергей Сергей, Роман Зинаида 4, Папа X-Ray Оскар. Добрый день. Принимаю вас очень громко. Ренат, аэродром города Азнакаева, руководитель молодежной коллективной радиостанции. На приеме. Роман Сергей 0, Иван Сергей Сергей, Роман Зинаида 4, Папа X-Ray Оскар. Вас слышим, Роман Сергей, 0 Иван Сергей Сергей. Добрый день, здравствуйте. Мы начинаем вопросы. Хорошо принимайте прием. Принимаю с помехой, но слышим. Хорошо, мы начинаем вопросы. Первый вопрос. Трудно ли стать космонавтом? Прием. Да, космонавтом стать нелегко, приходится многие годы готовиться и проходить через многие тренировки. Второй вопрос. Секунду. Как приняли? Принято. Второй вопрос. Какие планеты видны из МКС? Прием. Из МКС видны планеты только Венера. Да нет. Единственная планета, которую пока что можно было увидеть и различить. Ну и спутник Земли, Луна. Прием. Принято. Спасибо. Третий вопрос. Как долго вы готовитесь к полету? Прием. Подготовка к конкретному полету занимает порядка 1,5-2 лет. В течение этого времени космонавты и астронавты совершают поездки в разные космические центры. Большее времени проводят в зону городке и в Хьюстоне. И выполняют подготовку по задачам конкретного полета. Прием. Спасибо. Какие сны вам снятся на МКС? Прием. Сны снятся такие же, как и на Земле. Единственное, может быть, они снятся чаще и более насыщенные. Прием. Спасибо. Верите ли вы в приметы? Прием. В приметы мы не верим, но тем не менее есть традиция, которую все космонавты соблюдают. На Байконуре перед стартом мы всегда смотрим фильм «Белое солнце пустыни» и считаем, что он приносит нам удачу. Прием. Бывало ли у вас чувство одиночества на МКС? Прием. Так как мы МКС постоянно находимся в работе, то чувство одиночества нас не посещает. Прием. Чем вы занимаетесь в выходные и когда они у вас бывают? Прием. У нас есть такие же выходные дни, как у вас на Земле, суббота и воскресенье. Ну, суббота, половина дня у нас посвящена уборке станции. И у нас в течение полета есть несколько выходных, которые мы играем, которыми являются национальные праздники, которые приходят на выходные дни. Вот в нашем полете мы отдыхали в День Победы, в День России, и также, поскольку экипаж у нас международный, мы отдыхали в День независимости Соединенных Штатов. Прием. Какие оценки вы получали в школе? Прием. Обычно это были четверки, пятерки. Прием. Спасибо. Спасибо. Пользуетесь ли вы мобильной сетью для связи с Землей? Прием. Нет, у нас нет возможности пользоваться мобильной связью. И тем не менее у нас есть возможность позвонить на любой телефон на Земле, но эта связь осуществляется средством передачи данных через спутники. Это так называемый Voice over IP, связь, которая доступна в сети интернет. И используя специальное программное обеспечение, мы звоним своим друзьям, своим родственникам, и это, конечно, скрашивает наше пребывание на Международной космической станции. Прием. Бывают ли у вас страхи в космосе? Прием. Нет, у нас страхов не бывает в космосе. Иногда, конечно, есть беспокойство, допустим, на стыковке грузового корабля к станции. Но страхов у нас нет. Прием. Спасибо. Влияют ли магнитные бури на радиосвязь МКС с Землей? Прием. Вы знаете, мы не наблюдали затруднения в радиосвязи с Землей при наличии магнитных бурь, хотя, честно говоря, мы не особо отслеживаем эту тему.
Вот, пока по опыту наших экспедиций связь с землей поддерживается в достаточно хорошем уровне, разборчивая, четкая и хорошая прием. Спасибо. Есть ли сейчас животные или растения на МКС? Прием. На данный момент ни растений, ни животных на МКС нет, так как не проводятся такие эксперименты. Но в предыдущей экспедиции было много животных, ящерицы, белые крысы, жуки различные, много растений выращивалось. Прием. Как проходят ваши занятия спортом на МКС? Прием. Находясь в космосе, совершенно необходимо поддерживать хорошую физическую форму, потому что мы здесь не ходим, мы здесь летаем, и если бы мы не занимались спортом, сосудистая система пришла бы в негодность, и когда мы будем лететь на Землю, нам было бы очень трудно. Поэтому каждый день мы 2 часа спортом. У нас есть несколько тренажеров, которые мы используем. Это велосипед, беговая дорожка и специальный силовой тренажер. Силовой тренажер работает на вакууме, там есть вакуумные цилиндры, Аделя. и он позволяет делать порядка там 2-3 десятка упражнений, достаточно быстро перестраиваться для работы, для выполнения одного упражнения на другое. Как смотрится северное сияние со станции? Прием. Северное сияние не так часто пока что видели со станции, но оно смотрится большими зелеными или красными разводами по атмосфере всей планеты, которая наблюдается в иллюминатор. Прием. У нас стало много вопросов, но я чувствую, что прохождение между нами похоже. Я предоставляю микрофон руководителю администрации. Прием. Добрый день, уважаемые космонавты. Большой горячий привет из Республики Татарстан. Кстати, в этом году отмечаем большой юбилей, это 100-летие ТАССР. Также слова приветствия и благодарности от имени руководства и населения Азнакаевского района и города Азнакаева, от имени детей, которым посчастливилось с вами пообщаться. Мы очень благодарны вам, что вы нашли время для общения, и мы хорошо пообщались. Желаем вам здоровья, счастья, успешных полетов и ждем вас в гости в Азнакаево. Роман Зимний, 4 папа, для вас, Аван Сергей, 0, Иван Сергей Сергей. К сожалению, слышу вас плохо, видимо, уходим из зоны связи. Нам тоже было очень приятно пообщаться с школьниками города Азнакаева. Всего вам доброго и до новых встреч. Да, если вы сейчас в данный момент принимаете, мы хотели бы, чтобы вы поприветствовали наш город и нашу республику прям. Большое спасибо за проведенную радиосвязь. Желаем вам всего хорошего. 73. До свидания. Ура! До свидания. Мы рады были поговорить с вами. Привет городу Азнакаево. Спасибо, мы пока уверены. Спасибо, до следующих встреч. 73, до свидания. Выходим. Ура! Ура! Пойдемте на общее фото. Выходим. Молодцы. Выходим.